Так. Ғасырлар бойына көшіп келген бірін-бірінен жоғалтқан біз іздеуі бізге кеткен бізді шайтан жолына Нет ни звезд надо мной, ни луны, кто-то солнце убрал с неба прочь. Ну зачем эти ночи длинны, будто в сутках одна только ночь. Даль темна, как могила, где смерть поджидает во тьме простаков. Я, как птица, попавшая в сеть, рвусь на волю из тесных силков. Я кричу, я здесь, но безмолвны мои небеса, видно, правят судьбой мои без. Я кричу, я здесь, но безмолвны мои небеса, видно, правят судьбой мои без.
закричу, не здесь. Сам, что нет ни печали, ни бед, когда тебя помнит лишь что-нибудь там, где ты. Min kalan dostlarıma jırlar eşek yaramla atıp kışlarda kalsın başka kışlarda sandık aç sen gidersen min Яшьтәшләр, без бүген шушындый матур бер бинада якташыбыз һәм милләттәшебез Хамид Мөхәммәд Халил угылы Хайрулла аныгының иҗат кичәсенә җыелыштык һәм аны бүген тыңлап үтәрбез. Беренче сүзне аның белән таныштыру өчен безнең шагыйребез һәм язучыбыз Ахат Газиз угылы Мөхәммәдиевка бирәбез, Мөхәммәдшинга. Ул рус телендә сөйли. Исәмсез дуслар. Мин урысча да, татарча да бик әйбәт сөйлим. Дорогие друзья, вот прошло 7 лет, как я познакомился с нынешним нашим Хамидом Халилом, который проводит сегодня свой творческий вечер. И первое наше знакомство с ним произошло 3 февраля 2009 года в Домодедово, когда я проводил вечер, посвященный Габдулле Тукаю, а он пришел на этот вечер. Зал был полный, и
он под влиянием этого вечера написал одно из своих стихотворений, которое по-русски называется «Дедушкин дом». А так он сейчас прочтет это вам стихотворение, когда впервые мы с ним встретились, и у него именно вышел в 2009 году очень шикарный диск «Творческий вечер» поэта Хамита Халила. Так вот, я что хочу сказать, что этот год является годом литературы в России. И как вы понимаете, этот год для нас очень важен, для нас, литераторов, поэтов, писателей. Ведь на следующий год, в 2016 году, мы будем праздновать день рождения, 110-летия. Ведь в Татарстане сейчас такая есть тенденция поэтов Татарстана, русских, татарских, мордовских, чувашских, писать стихи свои половина на татарском, половина на русском. И вот одно из стихотворений замечательного казанского поэта Михаила Скороходова я сейчас вам прочитаю. Как матери сердце со мной, слова поговорки чужой. Ана күңеле балада, бала күңеле далада. Да это же душу свихнуть! Какую щемящую суть сумела татарская речь в певучее слово облечь. Какой растолкует толмач, кто это уносится вскачь? А степь под копытом коня запела джигита маня. Ана күңеле балада, бала күңеле далада. Да разве же дело в словах, но слово со словом сцепи. Сердца матерей в сыновьях, а сердце сыновье в степи. И вот я что хочу сказать, что поэзия Хамита Халила, она близка к народной поэзии татарской. И я счастлив тем, что вот мы где-то 7 лет назад познакомились с ним. Кое-какие стихи я переводил его, а рядом со мной вот за столом сидит большой поэт, татарский поэт Афиатулла Кучушев, который вообще многие стихи его перевел в прекрасном переводе, и эти стихи печатаются во многих изданиях. Поэтому разрешите открыть этот вечер, творческий вечер нашего близкого друга, народного поэта Татарстана, московского поэта Татарстана Хамита Халила. Виктор Ахмед, большое спасибо. Хамид Халиль, у него имя вообще-то, он как сам объясняет, имя называется Мухаммад, имя пророка, а потом, сами знаете, мы жили в советское время, по известным причинам его имя сократилось до понятия Хамид. Мухаммадтан Хамид келенган, атисы Халиль, бабасы Хайрулла. Үзу Түбән Яңа шәһәр, Нижний Новгород өлкәсенең Сергач районнарыннан Яндавище авылда туып үскән. Ул авылда сез белгән күренекле кешеләр Марат Башаров, без белгән татарның бөек артисты Мәскәүдә яши һәм эшли һәм Наиля Фатихова, җырчы һәм башкаручы бик мәртәбәле ханым. Шул авылда менә шушындый күренекле кешеләр чыккач инде без дә алар белән танышып, алар белән бергә эшләүгә шатланабыз һәм мин Хамид Халилнең бер-ике шигырен укып үтмәкче булам. Ул авылдан килгәчтен Мәскәүдә күптәннән бирле яши инде, авыл хуҗалыгы институтында эшли. Фәнни хезмәткәр булып, һәм шуңа карамастан һәрберегез, наверное, урысча сөйләргә туры килә инде, һәрберегез дә
туган ягын сагынып эштергандыр. Потому что сидящие в этом зале, наверное, многие родились и выросли в деревнях. Москвичей тут, наверное, мне кажется, очень мало. Вот я прочитаю у вас стихотворение «Туган ягым яшим сагынып». Извиняюсь. Яраттым мен туган ауылымны, урамнарын, басу кырларын, яратмаган булсам китмәс идем. Шулай диләр минем уйларым. Ник ташладың туган ягым диеп, сораучылар булыр әлбәттә. Язмыш мине шулай алып китте, туган яктан ерак җирләргә. Елап киттем туган авылымнан, күз яшьләрем җиргә тамдылар. Яшьли сөйгән матур ярлар, уйларымда гына калдылар. Җырлап искә алам узган гомеремне, куен дәфтәремә сүзләр калдырып. Гомерем узып инде картайсам да, туган яшым, ягым яшим сагынып. Хәзер сүзне Хамид Хәлилнең үзенә бирәбез. Спасибо, Рахмет. Дорогие друзья, большое вам спасибо, что все-таки пришли на мой вечер. Спасибо. Ну, это маловато, конечно, но я ожидал, что будут люди побольше, потому что я живу сам в Новокосино. Я проводил вечера в других районах Москвы. Ну, там, конечно, было зал, очень много людей, целый зал, но здесь почему-то маловато. Видимо, мало мы объявили, или как-то они не знали. Но все равно я рад. Я хотел вспомнить, великий наш Александр Сергеевич Пушкин проводил вечер один раз своим другом. Приходит, в зале никого нету, только сидит один человек. Пушкин сказал: это рад, что один человек есть. Это великое счастье. Значит, кто-то мои стихотворения будет слушать. Поэтому здесь я рад, что все-таки здесь много народу. Я очень рад. И я хотел бы пару стихотворений своих прочесть вам. Я хотел бы сначала на татарском языке, а мои переводы, у меня есть самый лучший поэт Афьят Кутюшев. Он мои стихотворения переводил на русский язык. Это значит, сближил мою поэзию с русским народом. Это большое вам спасибо. Я хотел бы сейчас прочесть пару стихотворений. Это «Туган халкама и туган халкам биек халык. Чынлап яраттым сине, синең телең сан дугачның сайрый торган мұң теле. И туган халкым мұңлы бер, жырланмаган жырда син. Тукта, ит біраз сабыр, айгада ұчарсың син. И туган халкым тудырган биек шагирет дүниясын. Синден груш, матур илгам, бір тукталмай жырлансын. Рахмет. Үз тілінде яшасын деген шегерім білен тоғыз таныстырып кетеміз сізді. Біздің Мижгар халығы біз сибілген жер шарына ұчып кете туған яқтан құналмыча талына. Рус тәніне құналарда біт кебек ябышалар, тәнаның кечесі әді түшіп кетмелер алар. Яши бирелер біргелеп, мұқшы чуваш татарлар, бәлки шунда кушылғанdır біздің изге бұлғарлар. Рязан Тамбов, Сибирда да, Тверде да тұралар, бүтін Россия жеріне сибілген нәрбит алар. Яшасын ол үз тілінде, жерге туған күнінен, айырмасын ұл баланы жер ананың сүтінен. Қайда яшаса Мижгар, талатмасын бай тілін, туған тілін барған жерде юғалтмыша яшасын. Рахмет. Хәзір шул икisi керемне Алексей Калимович sizге хәзір татарча, русчалатып сөйләп бирер, онытмасын. Ты и красив, ты и велик,
О мой народ, любовь моя, живой певучий твой язык, под стать руладом соловья. Бывал свет разных передряг, немало в жизни повидал, но как трудяга из трудяг великодушно созидал твоей сокровищницы муз. Его песнь не спетая одна, о том, что нам, потомкам Мурз, луна будет покорена. Твоя поэзия весь мир из песен блюд горою пир. Тебе не вычерпать вовек вдохновения родник. Представьте вы красивый сад, плодов, цветов, как кущах райских, России самый ценный клад, союз народов наших братских. И этот сад, моя страна, с буйством красок, птичьей трелью, отчизна-мать у нас одна, все силы ей, чтоб жить лишь ею. Пусть солнце золотистый шар сияет над страной повсюду, а сад, чтоб свел плоды, как дар, мы ему дарит народу. Спасибо. Дорогие друзья, ну вы понимаете, что наш с Хамид Халилом связывает не только, как говорится, дружба поэтов, но нас еще связывает и том, что мы смотрим в одном направлении. Я имею в виду поэзию, конечно. И вот я, конечно, переводил его стихи, но, конечно, у Афията Кучушева они более литературные, более богатые, более лучшие. Поэтому я сейчас прочитаю просто свои стихи, которые именно посвящены сегодняшнему вечеру. А я переводы делаю не только Хамида Халила, но и таких поэтов, как Равиль Файзулин, Ренат Харис. И вот один из переводов. Потому что мое направление – это любовная лирика. А у Хамида Халила не только любовная лирика, но у него и социальные, и политические, и исторические параллели проводит он. Поэтому вот перевод, мой перевод Рената Хариса. За Данте следуя, увидеть можно ад, а с Гёте остановить прекрасное мгновение. С Хаямом же из пепла возродиться вновь. С поэзией Тукая воспарить над миром. Но двери рая отворяет лишь любовь. Это вот одно из таких стихотворений. А вот такое стихотворение, у Пушкина есть такая книжка, где он эпиграфом написал: «Минутной резвости нескромные стихи». Так вот, я своему стихотворению одному именно взял этот эпиграф Александра Сергеевича Пушкина. Хотя могу прямо сказать, что я люблю подражать великим поэтам. Если Александр Сергеевич Пушкин подражал Корану, а, допустим, Габдулла Тукай подражал Пушкину, а Равиль Файзулин подражал Кайсенкулиеву, а Кайсенкулиев подражал Расулу Гамзатову, то, понимаете, вот это направление в поэзии, оно меня очень привлекает. И вот одно из стихотворений, которое я написал: «Подражание Расулу Гамзатову». А ведь вы помните, а можете, так сказать, знаете наизусть стихотворение Расула Гамзатова. «Друзья, извините, я к вам не приду, и вы не звоните ко мне. Вечер сегодняшний я проведу с женщиной наедине».
Это вот начало его стихотворения. Так? А вот шутливое мое стихотворение. Побыв наедине с брюнеткой, отдав порыв души своей, увлекся эдакой кокеткой, забыв о старости своей. Побыв наедине с шатенкой, забыв, что можно и грешно, коснулся я ее коленкой. Мне стало сладко и смешно. Побыв наедине с блондинкой, приняв ее немой призыв, я растворился в ней, как льдинка, слегка в ней душу озарив. А по России много русых. Я с детства вырос среди них. И мать, и сестры были русые. Лишь я был рыжик среди них. Однажды при свечах со светло-русой вино искристое пенилось, желание разгоралось, как костер. Одну строчку забыл. Так вот, я хочу сказать, что Хамид Халил, ведь он прекрасно читает стихи на русском языке Александра Сергеевича Пушкина. И я бы сейчас хотел попросить его прочитать одно из самых известных стихотворений Александра Сергеевича Пушкина, посвященное Анне Керн. Прошу. На русском языке. Дорогие друзья, что хочу сказать. Великий наш поэт Александр Сергеевич Пушкин как глубоко понимал душу женскую. И его стихотворение «Я вас любил». Это одно из представляет, как он, не знаю, из мужчин, наверное, единицы, так и понимать душу женскую. Вот я вам прочту стихотворение «Я вас любил». Я вас любил. Любовь еще, быть может, души моей угасла не совсем. Пусть она вас больше не тревожит. Не хочу печалить вас ни с чем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, ту робостью, ту ревностью томим. Я вас любил так искренне и нежно, как дай вам Бог любимым быть другим. Рахмет. Мәсьәләләрен күтәреп шигырьләр яза, бүгенге дөньяның фикерләрен безгә җиткергән телик һәм шушы шигырьләрнең берсе байлык дип атала. Хәзерге заманда халыкны бит күбебез беләбез. Безнең арабызда әлбәттә андый кешеләр юк, хәзер байлар. Ләкин кемнәрдер теге Пушкин әкиятендәге алтын балык әкиятендәге шикелле тагырак булса, икирәк, и булса сарай кирәк, сарай булса диңгез патшасы буласы килә. Сезнең алдыгызга байлык турындагы шигырь һәм җырны башкара яшь башкаручы һәм татарның күренекле, киләчәктә күренекле булачак артисты Рәшит Исмәгыйль. Музыка коралында Асхат Вафин. Асхат, привет. Быстрее, быстрее. Песня «Байлык». Давайте. Чуть-чуть подождем.
Кирәк түгел миңа, кирәк түгел байлык, Ходай мине белеп саклаган. Байлык әгәр миндә булган булса, булды инде күңлем таланган. Янып торсын Ходай кабызган ут, капласа кара болытлар. Сүндермәс аны кара печләр, нур биргән ерак йолдызлар. Әйтә алмыйм соңгы юлым минем, кай җирләрдә икән эзләр. Язылмаган сүзләр бик күп әле, язмасам күңлем үкенер. Кирәк түгел миңа, кирәк түгел байлык, Ходай мине белеп саклаган. Байлык әгәр миндә булган булса, булды инде күңлем таланган. Байлык әгәр миндә булган булса, булды инде күңлем таланган. Рашид Исмагил, Асхат Бакин һәм саксофонда Фарид Халиков. Давайте, Борис Бертова. Дорогие друзья, вот байлык – это богатство, так? А ведь слова Антона Павловича Чехова, который сказал, и всем это известно, о том, что духовное благосостояние гораздо важнее финансового благополучия. И я думаю, что вот эта песня как раз подчеркивает. И вот если мы будем говорить о том, что 130 лет со дня рождения Габдуллы Тукая будет 26 апреля, через несколько месяцев, да, то у него есть такое стихотворение. «Бик күңелсез бер начар журнал гомер, анда албәт баш мақалы мал ирер». Я жизнь, как дешевый журнал, прочитал. В нем сказано прежде всего капитал. Это говорит о величии нашего татарского гения Габдуллы Тукая, который не только писал великолепные, всем известные стихи, но он еще и был и философ, он был публицист, он разбирался во всех тонкостях жизни татарского народа. Вот посмотрите одно его стихотворение, гораздо такое интересное для всех, которым он так и написал. Минуту, сейчас, так. Татарча, там, так. Это я сейчас вспомню. Хотел бы тоже поговорить, потому что байлык, вообще, почему я сочинил музыку на эти стихи, потому что меня затронул этот текст. Текст очень глубокий. И вот, слушая татарскую эстраду, да, последние годы, я не совсем удовлетворен содержанием текстов. Вот. А вот этот текст мне очень понравился. Я вот решил как бы посвятить какое-то время, да, отделить, порепетировать для того, чтобы вот это произведение, оно пошло
на более широкое поле. И основная центральная фраза это «Байлык агерменде булган булса булды кумлим таланган». Значит, следующие вещи, которые мы будем исполнять, они связаны. Это такой небольшой цикл. И здесь имеется духовный смысл. То есть, если мы не какие-то вещи не реализуем в жизни, потому что следующая песня у нас будет еще «Я кричу» другого автора, и песня, посвященная тоже духовным вещам, Дин Юланде. И здесь разговор идет о духовных, сакральных, религиозных вещах. И я считаю, что наш поэт, он очень тонко уловил эту связь, почему мы свою душу огрубляем, опустошаем и частично даже задеваем в неполноте, потому что мы не выполняем некоторые требования духовной реальности, духовной жизни. И один из факторов, когда мы теряем связь с небесами, с Всевышним, это на самом деле это все очень сложно, но он уловил один из серьезных, существенных факторов. И я, может быть, сейчас даже скажу одну вещь, которая, может быть, не очень аудитория меня поддержит, но я все равно ее скажу. Потому что пророк Иса, такой есть в Евангелии Матфея, значит, такая фраза. Подходит к нему, к пророку Исе, юноша, богатый юноша. Говорит, как мне войти в Царствие Небесное? Иисус отвечал ему, ты исполняй заповеди Господни, Божьи. Он говорит, я это с детства выполняю. То есть этого недостаточно. Это просто первая ступень для того, чтобы кого-то не ограбить, кого-то не убить, не сделать прелюбодеяние. То есть это первый класс. А есть второй, третий, четвертый, бесконечно. И Иисус потом отвечает на это. Во-первых, конечно, еще здесь тоже такой элемент. Он спрашивает, учитель благий, как мне войти в Царствие Небесное? Он говорит, почему ты называешь меня благим? Благой только Отец. Это тоже очень важный момент. Но дальше. Дальше он говорит, раздай все богатство и иди за мной. То есть следующий шаг на пути духовного возрождения, на духовного роста, это отрешение от земной жизни для того, чтобы снискать благодать, чтобы не снискать действительно эту благость, покой в полном смысле слова, эту радость и другую жизнь, другое царство. Это здесь, то есть не царство наших ценностей, а царство другой реальности. Необходимо сделать это. И здесь сказано один из шагов насчет богатства. Если мы богатство ставим на первое место, то покой и блаженство у нас не будет. Я не буду больше отрывать ваше внимание. Просто я посчитал этот текст очень важный для меня. Спасибо. Очень хороший текст, да. Так как у нас Хамид Халиль является человеком, родившийся и выросший в Нижегородчине, он написал стихотворение про своих земляков. Без Мижгар татарлары. Без Мижгар татарлары, түбән нижний яклары. Шул яклардан килә тора безгә мотор ярлары. Мотор ярлар яшыялар безнең Мишәр ягында. Шул ярларны сайлый алсаң, бәхет синең кулыңда. Бәхет кушын кулыңда тот, якка очып китмәсен, якка очып киткән бәхет кире кайта күрмәсен. Хамид Халил шигырь язган без Мижгарлар турында. Ул шигырьләр бәлки шытар безнең Мижгар кырында. Яз син Хамид шигырьләрең, моторларын күбрәк. Яза алмасаң син аларны, безгә соң син ник кирәк. Эти стихи перевел сидящий здесь Гафиятулла Фәнді Кучушев о земляках.
Добротой, душевным жаром, сердцем чувственным и нежным мы обязаны межгаром малой родине, что в Нижнем. Счастье, как зеницу ока, мы свое оберегаем. Если вдруг улетит далеко, мы уж ее не поймаем. Если вдруг она вернется, сердце для нее уже пусто, лучше начинает и жить чисто белого листа. Землякам при чувств приливе стих сложил Хамид как оду. Пусть росток он даст на ниве жизни моему народу. Асхат, а вот День Юлында вы сможете сейчас исполнить? Вот, давайте. Да, еще одно, да? Давай. Давай, вот он сейчас прочитает стихотворение, потом споете. А мы пока собираем. Давайте. Дорогие друзья, вот я хотел бы в стихотворении День Юлында. Это стихотворение, чтобы вы поняли, иногда вот, когда это выступают, некоторые слова неясные. Поэтому я хотел бы, прежде чем они пели эту песню, я хотел бы заранее прочесть это стихотворение. Динебез юлы ғасырлар бойына күшеп келген бұрын-бұрыннан, юғалтқан біз изге ұлыбызны, кеткен бізді шайтан юлынан. Қая шыққаныбыз hiç bilgisiz, adaштырды әлдей алмыздар. Құшlar гына қанаттарын қағып, адашмыча оча yüze yolundan. Dua күтіп ятқан мәйітлерге білелмейбіз нәрсе күткенін. Мен муллаға бармы бір чын мулла, үмітіңі шулай үзәсің. Яши берем, ялған дүния білен, түрлі яққа башым бұрғалап, тираяқтан туры сүзлер ізлеп, тұрам шулай шигер язғалап. Кімнер үшін yazım шигерлерім, қызықсын мимишар баласы, неге yazып бақыт уздарға, қуй каләмің, демес файдасы. Шулай эшләү авыр эш түгел ул. Җиңеллеккә кеше омтыла, авыр юлдан барган шагир гына йолдыз булып китә атыла. Рәхмәт. Ғасырлар бойына көшіп келген барын-барынан, юғалтқан біз изге юлыбызны, кеткен бізді шайтан юлынан. Еш белгісіз қая барасылар, адаштырды әлі yazmışlar. Kışlarına kanatlarım kırıp adaşmış erişe bizi yollanan. Bölük bitip yakınlık birge bilelim biz nerse kütkenlik. Min mullağa barışım var mı bular, ümmetine şulay Yaşı bilen, yalgan dünya bilen, birine yakan, başım bargalar, diğer yaktan, doğru sizler izler, kıram şulay, şiir yazmalar. Şiirlerim kızıksın ey nişer balası, nige yazır vakit uzdırlar, bilgelerin timez faydası. Şulay
генә ялгыз булып китә атыла шулай итү авыр иш түгел ул җиңеллеккә кеше Жырлады Рафик Рахимов. Гитарада Ильяс Искәндәр. Музыка коралларында Әсхат Фирдәүс һәм Фарид Халиков саксофонда. Хәзер сүзне бирәбез Хамид Хәлилгә, бер-ике шигырен укысын инде. Аның кичәсе бит.